Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Сергей Михедов. В этой студии мы вместе с экспертами и лидерами общественного мнения обсуждаем темы, которые волнуют всех якутян. Профессия военного журналиста, или, проще говоря, военкора, сопряжена с серьезным риском. При этом является очень интересной и многогранной. Такой специалист ценится, ведь данные, которые он передает, всегда являются эксклюзивными. При этом военным корреспондентом может стать не каждый. Здесь важны не только профессионализм, но и внимательность, осторожность и умение работать в стрессовых ситуациях. О том, как работали и продолжают работать наши коллеги в зоне проведения специальной военной операции. Об этом мы поговорим сегодня. В нашей студии военные корреспонденты и не только. Будем сегодня обсуждать деятельность военкора в зоне специальной военной операции. Добрый вечер, уважаемые гости. Ну и первый вопрос, конечно же, да, в чем кроется сложность профессии военного журналиста? Ну и какими качествами нужно обладать, чтобы стать военкором? Ну, давай начнем с Николая. Николай самый опытный у нас военкор. Спасибо. Ну, мне кажется, там действует принцип «не навреди», да, в отличие от гражданской журналистики, скажем так, профессиональной деятельности, которая здесь в тылу. Там есть определенные нюансы, которые могут, там зависит жизнь бойцов в первую очередь, а также есть такие понятия, как стратегическая тайна, тактические разные вещи. То есть можно навредить хотя бы тем, что ты показал геолокацию, где находятся бойцы. Да? Если сдал материал, например, в тот же день, вполне ожидаемо, что туда может прилететь. Ну, это действительно так, и поэтому там нужно быть осторожным с такими моментами. Вот. Ну и собственная безопасность, которая обучается у нас по крайней мере, точно в Москве и в Гудермесе. То есть, по большому счету, вот меня когда спрашивают, а что такое военкор? Я говорю, ну, в принципе, я делаю ту же самую работу, что здесь, только иногда надеваю броник и каску. Но, конечно, есть там моменты опасности, хотя, например, многие тоже думают, ну, вы же там работаете в тылу, вы не очень часто выезжаете на передовую, да, в тылу. Но надо понимать, что все небо над новыми территориями, оно, в принципе, просматривается врагом. И в любом, ну, если у нас дроны долетали до Москвы, то долететь на дроне до Кировского или там, Новоазовска, но не составляет проблемы, поэтому, естественно, всегда надо быть внимательным, надо быть всегда осторожным и, конечно, да, вот, понимать, что от твоей работы зависит не только там новостная повестка, да, или то, что выйдет на канале, но и то, как может сложиться судьба людей, с которыми ты встречаешься, того места, где они находятся. Коля правильно сказал, не дай бог показать общий план, это все вычисляется на раз, потому что там на той стороне тоже сидят, как оказалось, не дураки. Все это вычисляется, поэтому осторожность, ну и еще раз осторожность. Вот примерно так. Вот хочется спросить у Евгения, да, Евгений у нас оператор в зоне спецоперации, получается. Работа военкора, я так считаю, что это передача достоверной информации. То, что происходит там, потому что в мире очень много фейковых информаций. И вот именно то, что те люди, которые, ну, военкоры, журналисты, которые там работают, они доставляют именно вот такую информацию достоверную. Можно сказать, из первых уст. Из первых уст, передают, да. Да, передают. Ну вот на этот вопрос нам также ответит наш коллега, военкор Сахамедия Владимир Укоев. Он находится сейчас с нами на прямой связи в зоне проведения спецоперации. Вот, Владимир, приветствую. Вот в чем сложность профессии военкора? Вопрос к тебе, расскажи. Самое главное, объективность, доводить правду для народа. Как пацаны воюют, как держатся, как живут здесь, как в быту. И главное, безопасность, чтобы геолокации тоже не выдавали, чтобы не знали. Но обрабатываем аккуратно, чтобы не показывали, где находятся наши парни. А остальное, что, я еще сопровождаю наших военкоров, прибывающих в зону СВО. Сопровождаем, показываем маршруты, где, как, потому что меняется геолокация парней. Я сам нахожусь здесь 2 года, поэтому я знаю, где каждый, почти, знаю, где наши подразделения. Ребята, например, с какого улуса, где находятся больше. Мне попроще, поэтому я сопровождаю наших военкоров, показываем, где находятся, там мы отрабатываем. И еще ребята с опорного пункта, я тоже как опорный пункт,
Они вот тоже знают каждое подразделение, каждый маршрут, поэтому они тоже помогают. Мы вместе, как бы сказать, совместно все дорабатываем, чтобы военкоры наши хорошо отработали. Так, что еще? Сила в правде, победа за нами. Владимиру спасибо вот за его мнение, да, как мы видим, оно во многом совпало с тем, что сказал Николай, да, в очень важный момент именно не выдавать геопозицию, да, местонахождение, как сказал Александр, долго на одной точке не задерживаться, да, потому что можно легко стать мишенью. Наши военкоры очень тесно взаимодействуют с единым координационным центром. Вот, Анна, как у нас взаимодействует единый координационный центр с военкорами, как вы работаете вместе, насколько мне известно, ребята даже живут, по-моему, на территории единого координационного центра. Да. Военкоры во время командировок проживают в опорных пунктах ЛНР, ДНР. Опорные пункты были организованы, созданы распоряжением главы Арсения Сергеевича в октябре 2022 года. И с тех пор уже налажена схема, вся работа поставлена, да, и вся гуманитарная помощь от республики скапливается там, откуда вот сотрудники опорных пунктов развозят их по воинским частям на дислокации наших ребят. А сейчас в эти дни идет раздача подарочных продуктовых наборов, которые очень ждут наши бойцы. Это вот продукция мясная, рыбная от местных производителей. И они очень рады получить вот кусочек Родины, да, вот вкус Родины получить. И этому очень помогает, значит, и наши авиакомпании, Якутия, Аэрофлот, С7, они бесплатно доставляют груза до Москвы, да, то есть как бы всем миром помогают, ну, как бы друг другу, да. Студенты с ВФУ помогали с сортировкой и погрузкой груза тоже, да. И население помогает, как бы перечисляют деньги в Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса. То есть и отовсюду идет помощь. Ну вот, кстати говоря, о помощи, да, у наших телезрителей есть возможность, так сказать, внести свой вклад в победу. Наведите камеру своего телефона на экран телевизора, сейчас здесь появляется QR-код, он у нас, в принципе, будет периодически появляться во время эфира. Пройдя по этому QR-коду, вы можете перевести любую сумму в помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Да. Ну, у нас военные корреспонденты работают уже больше года, кто-то, может быть, уже и дольше. Вот, ребят, что изменилось в работе за это время? Да? Вот вы начинали, может быть, да, с каким-то определенным набором навыков. Что вы, может быть, узнали в процессе для себя что-то полезное? Вот расскажите, как меняется работа военкоров сейчас с течением времени? Ну, вообще, на самом деле, когда это все начиналось, это же как бы не было даже такой структуры, да, когда даже обучение не проходили. Это в апреле, по-моему, первая делегация. Мы тогда с Сулустаном Заболоцким, как бы, ну, два представителя СМИ, поехали вот с первой делегацией, которая вообще в зону СВО поехала, да, и там налаживались контакты только первые с Донецкой Народной Республикой, о ЛНР еще даже речи не шло. Вот. В основном было сопровождение, конечно, изначально как бы наших правительственных делегаций, там вот это вот все освещение. Опять же, в город Кировское ездили. Ну и потом потихоньку, когда вот начало развиваться все, появились опорные пункты, уже вот понемножку вот писалась эта вся история. Ну и в прошлом году ребята вместе все мы прошли обучение в Гудермесе, и, собственно, появилась уже какая-то более, скажем, скоординированная, да, комплексный такой подход. Сейчас у нас республика, она вообще, наверное, на Дальнем Востоке точно первая в этом в плане как бы воспитания военкоров. А раньше, конечно, да, было немножко сумбурно. Вообще, когда самый первый раз ехали, там вообще ничего не понятно было. Ну, то есть не имели ни малейшего представления. Вот, например, те же бронежилеты мы тут взяли у нашей ассоциации ветеранов. Большое им спасибо за это. Там эти были полицейские бронежилеты, которые мы по незнанию взяли билеты, которые не подразумевали собой багаж. И мы на себе их везли. Ну, это было смешно даже в каком-то смысле. Сейчас уже все уже там и собственное обмундирование там находится, опять же, в опорных пунктах, да, там уже такая структура, которая уже налажена, и в принципе все готово, все знают. Ну, всегда сложно начинать что-то новое, да, вот, Александр, чему пришлось учиться, может быть? И, кстати, вот такой вопрос, пригодились ли те знания, да, поведения в опасных ситуациях, вот, которые вы проходили на обучении?
приходилось ли в жизни действительно применять вот какие-то навыки для выживания? Ну, скажем так, что пока, слава богу, ничего из того, что нам преподавали, не пригодилось. Но у меня, вот я за собой заметил, я всегда об этом рассказываю, но это, видимо, такой какой-то психологический триггер. Я когда нахожусь в зоне СВО, и потом первое время, когда я возвращаюсь домой, я если еду в машине, я никогда не сажусь в середину, я всегда сижу возле двери. И я заметил, что у меня всегда рука лежит на ручке, чтобы в любой момент ее дернуть и выпрыгнуть из машины. Это показали нам в Гудермесе во время обучения. Я понимаю, что это надо. И вот почему-то вот этот момент у меня в подкорке отложился. И вот всегда, и первое время, когда я возвращаюсь в Якутск, я тоже езжу там, на такси, еще где-то, у меня всегда рука лежит на рукоятке. Потом это проходит, приезжаю в зону СВО, опять то же самое. Видимо, какой-то психологический триггер. А так, мы в первый раз заехали, получается, в конце ноября прошлого года. И тогда, да, тогда уже там что-то налаживалась, какая-то работа, но было тоже немножечко... Нам, в первую очередь, мне и оператору, нам было непонятно, что делать. То есть ребята постоянно куда-то ездят, а мы, ну и мы за ними, и ну, здесь что-то поснимали, там что-то поснимали. И когда мы уже вернулись потом в апреле, то есть там уже и у нас выстроилось понимание, и что самое главное, у ребят из опорного пункта, у них тоже уже выстроилось понимание, как работать с нами, что мы хотим и что они могут. Потому что все наши перемещения — это опорники. Все наши планы — это опорники. То есть мы говорим: ребят, мы хотим туда-то, туда-то. Или они нам говорят: ребят, мы завтра едем там, к разведчикам, поедете? Поедем. Там, послезавтра мы едем к инженерам, поедете? Поедем. Туда-то. То есть вот тут, кстати, взаимодействие между военкорами и опорным пунктом очень тесное. Потому что если в первые разы, да, когда ребята приезжали, грубо говоря, они ехали в никуда, их никто не ждал, кто вы такие, что вам тут надо, то сейчас мы приезжаем, уже всех знают, такие: о, наши ребята, военкоры приехали, что, и сразу планы так: завтра туда, завтра туда. То есть работа налажена, потому что мы как бы делаем одно общее дело. Ну вот, Александр, спасибо. Да, у нас сейчас небольшая пауза. В скором времени мы вернемся и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Это «Якутия в деталях». Мы продолжаем. Напомню, в нашей студии находятся военные корреспонденты. В зоне проведения специальной военной операции наши военные корреспонденты тесно взаимодействуют с бойцами из Якутии. Вот часто встречаете ребят, что они рассказывают, какие у ребят впечатления? А вообще, на самом деле, самое приятное, мне кажется, это встретить их здесь. Особенно ребят, которые там по ротации были в свое время довольно-таки, ну, проблемы, просто скажем откровенно. И вот антифашистский форум был, и многих пацанов просто здесь встретил. Это вообще очень приятно, как бы пообщаться с ними, там как-то есть уже свои приколы, там вот это вот все. Да, бойцы, конечно, показывают себя хорошо. Вообще вот недавно же Владимир Владимирович, да, озвучивал, что из мобилизованных 14 героев, и мы же знаем, что как бы очень большая часть из них как бы из Якутии. Ну, это, в принципе, показатель какой-то определенный. Наши парни там вообще всегда их отрывают. Потому что, ну, я подслушиваю тоже иногда всякие разговоры там, да, и они говорят, там, командный состав говорит, там, дайте нам пару якутов там. А потому что у нас же там есть опорные пункты, доставляются разные ништяки. Ну и, естественно, бойцы будут делиться, и вообще как бы они показывают себя очень хорошо, потому что умеют и готовить, и приспособлены к разным трудным жизненным ситуациям. Как-то так. Вот. Ну, потому что многие охотники, плюс ко всему. Да, конечно, это у нас как бы в крови. Есть опыт нахождения, Ну, да, в они диких еще условиях, можно сказать. Хорошо налаживают свой быт. Да. Мгм. Да, я как-то зашел в один блиндаж, парень себе сделал ну, такое углубление, и он там дверь сделал, там у него все, вагонкой все обшил там, и у него даже все налажено было, и все там, и дверь закрывается. А что это? Во-первых, у нас, говорят, мыши, и чтобы это лишить этих, ну, чтобы доступа не было мышей, надо вот так, чтобы ни одной дырки не было, и сделал. Еще у него пол был ламинат. Нашел ламинат, да, и постелил, да? Так мало того, там есть боец в одной из частей, позывной Гиппократ. Он в блиндаже
стоматологические кабинеты устраивал. Вот с дизеля он зубы там лечит на передовой, блин. Вот такие вот у нас люди. Ну, еще там парни есть печники, которые вот, ну, в передке, там же очень сложно. Все сыро, мокро там, и одежду надо просушить, и все остальное. Вот парень с позывным Сунтар, потому что там якут, там позывной очень много, Много таких. позывной Саха очень много, там, наверное, 5, 6, 7 Сунтар есть, наверное, позывной. Ну, один из этих пацанов, ну, вот он помогает парням делать печки. Ну, то есть в траншеи он какие-то углубления делает, там, что, и все это на расхват идет. И его постоянно везде зовут, там. Ну, то есть ребята на расхват, да, Да. умеют Ну, многое. охотники да. неприхотливые в быту и... Ну, в принципе, там ребята-то со всего Дальнего Востока. То есть такие, они более приспособлены, конечно, чем скромные. Саша, вот расскажи о своем опыте общения с нашими бойцами, что ты можешь отметить? Ну, первое, что когда мы приезжаем, вот опять же, да, в сравнении, например, то, что было в первые дни, они немножечко как-то нас не то, что абсолютно для них это тоже было непонятно. Кто приехал, чего приехали, что хотели вообще. А потом как-то с ними начали разговаривать. Они очень часто, у нас встречи происходят в опорном пункте. Они приходят до гуманитарки, как раз по раскам там были, они приходили, чтобы забрать квадроциклы. И как-то разговариваешь и понимаешь, что в принципе обычные ребята. Просто сейчас они там в камуфляже, с бронежилетами, с автоматами. И для них любой приезд кого-то из Якутии это повод. То есть разговариваешь, он говорит: о, а у вас там такой-такой-то работает. Я говорю: о, это мой земляк. Там, а вот это вот там, знаешь, я говорю: знаю, о, это там мой сосед. Я летом, когда мы были, разговаривал, брал интервью у бойца, что-то он разговаривали, выяснилось, что мы с ним из одного района, то есть в одном районе города выросли и живем в разных домах, а с его братом я ходил в параллельные классы. То есть, а встретились вот мы на СВО. То есть ребята, они всегда рады, когда приезжает, например, там, Андрей Сандоминович или Александр Сергеевич, для них это тоже очень большой праздник. И это вот, я говорю не потому, что так надо говорить, да, это не формальность, потому что летом мы были, глава встречался с бойцами, если мне не изменяет память, часа 1,5 или 2. Он просто, вот они сидели во дворе опорного пункта и разговаривали. Один подошел, спросил это, другой подошел, спросил то. У каждого есть какие-то вопросы, у каждого какие-то проблемы. Все они подходили к главе, и они, это вот без формальности, без большого стола, просто они сидели на лавочке или там стояли под деревом и разговаривали. И они ждут этого, потому что им хочется пообщаться, им хочется узнать новости. Конечно, там есть телефоны, есть что-то еще, но телефон это одно, когда приезжает парень, с которым ты жил в соседних домах, он говорит: что, как там? Ну, вот так вот. И может как-то рассказать какие-то новости. Ну, вот, кстати, у наших телезрителей есть возможность помочь нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Прямо сейчас на экране появляется QR-код. Наведите камеру телефона на него, ну и можете отправить любую сумму в помощь нашим бойцам. Я думаю, ребятам это пойдет только на пользу. Вот, Анна, расскажите о работе Единого координационного центра в зоне СВО. Да, вот, вы часто общаетесь с бойцами, с нашими. Да, вот, о чем говорят ребята, что отмечают, может быть, какие-то трудности самые, может быть, такие основные, с которыми приходится встречаться. Чего не хватает, может быть? Ну, я сама вот недавно вернулась из командировки, да, из ДНР и ЛНР, и тоже ездила с сотрудниками опорных пунктов, развозили помощь гуманитарную. И приехали к одному нашему земляку, он один-единственный якут подразделений, позывной тоже якут, каких много, да. И он был очень рад нас видеть и был счастлив поговорить по-якутски. Да. Даже просто поговорить на Да, якутском просто языке, поговорить по-якутски. Налил нам чай, такой солдатский, в железную кружку. Посидели, поговорили и вот так вот. И, ну, они, конечно, скучают по дому, по жеребятине скучают, по рыбе. Карасям жареным они уже. Карасям, Это прям да. первый заказ сюда. Да, да, да. Сейчас зимнее время еще есть какая-то возможность, можно доставить, как бы немножко можно, ну, мясную и рыбную продукцию. Вот, кстати, по доставке, давайте напомним нашим телезрителям, как можно отправить в зону СВО, может быть, какую-то посылку для военнослужащих. В зимнее время еще можно отправить посылку, да, потому что отсюда уходят фуры, и они, ну, как бы, ну, у нас же сейчас температура низкая позволяет, и можно довезти.
ну, очень Я бы тут быстро. поспорил, на самом деле, как ребята-опорники рассказывают, что именно с продуктами там лучше не это. Вот, Согласна. да, А потому почему? что... В чем проблема? Ну там они меняют дислокации, они из А, части в часть могут переехать, и там какой-то определенный промежуток времени все равно занимает. То есть, например, Да, вот жареной конечно, караси да. это очень рискованно. Рискованно, да, Да. я согласна, но можно успеть, кто очень сильно хочет. Зимой, да, там какие-то деликатесы можно. Да. Ну, замороженные же да, можно ну, там Да, это замороженные, Прям, конечно. прям буквально там рыбу две, то есть, естественно, не фуру туда гнать. Конечно, А да. летом, ну там очень жарко, и оно, логистика, там же, в чем проблема? Возле новых территорий же не работают аэропорты. И ближайший аэропорт Всё на это машинах. Москва. Из Москвы на поезде сутки до Ростова. Из Ростова сколько, часов 6 Да. до опорного пункта. Вот и считай. Даже Ну и плюс еще пока ты из Якутска до Москвы долетишь, тоже 6,5 часов. Вот и какая рыба выдержит такое в летнее время. Поэтому, ну, на самом деле, по там- продуктам-то у них там все хватает. Вот и если что-то Единственное, якутское. другое, вот, Да. наверное, это, да, имелось в виду, как-то оформить, ну вот у нас же есть волонтеры, которые собирают там теплую одежду, обмундирование, там приносят же квадрокоптеры, тепловизоры, вот все вот это. Это тоже все этим занимается опорный пункт. Вот, кстати, да, может быть, как-то, как это все оформляется у нас? Сложно ли это, много ли времени занимает? Ну, например, посылку с теплыми вещами хочется отправить, да? Да, посылку военнослужащим? можно принести на Орджоникидзе 10, Якутия с тобой, да, и они там все собираются и как бы и одним этим грузом отправляются. Да, адресная там постоянно. Да, приходит. адресные посылки, да, именные семьи отправляют. И опять же, вот сотрудники опорных пунктов их развозят. Мгм. Ну вот мы поняли, да, что якутяне проявляют себя с разных сторон, да. Вот, а если касаемо вот боевой стороны, да, вот у нас, например, есть герой России Александр Колесов, да, он показал себя в бою. Вот как часто добровольцы или, может, мобилизованные из Якутии приносят победы или на каких-то отрезках, может быть, сталкивались ли вы с такими ситуациями, где вот именно наши ребята... Там такое дело, они не воспринимают это как бы как геройство, да, они... Это не для них как работа. Это просто работа. Просто Это, как ну, работа, рутинная работа. Это так. Да. Ну, там таких историй очень много. на Да, самом вот я- деле. я- Они тебя- исполняют боевую задачу. Мгм. Я разговаривал с ребятами, у которых подразделение, помните, был случай, когда парень из Якутии танк угнал у противника. Мгм. Ему говорят, как ты смог? Он говорит, в смысле? Ну, иду, смотрю, танк. Ну, как бы, что мне взять? Взял, приехал на этом танке к себе в расположение. Там, естественно, была небольшая ловушка, но он говорит, ну, а что такого я сделал? Ну, не бросать же добро. То есть, и они вот так к этому относятся. Ну, вот, например, мы в августе были у минометчиков, да, ну, заходили в ноль, и вот командир батареи, парень с Якутии, у него подчинение 56 человек. Вот он очень просил УАЗик машину, ну, чтобы они там, чтобы блуждающий миномет посадить, и чтобы очень много навредить им, потому что впереди, ну, рядом стоит 155-я бригада стояла там, ну, они прикрывали их, Это под поэтому Угледаром они где-то. специально вот просили, ну, я не знаю, помогли или нет, ну, мы, по крайней мере, их просьбу передали. Да, ну там разное, там встречаешь иногда бойца, там же они обращаются к тебе, говорят, ну, блин, помоги. Ну и был такой парень, он говорит, ну там что-то моей маме там нужно помочь. Ну, естественно, звонишь, ну, они в Мархе жили, выходишь на них, тоже помогаешь. Ну, там всегда так, и как бы... Ну, вначале было, вот когда в начале спецоперации, там очень много было неразберихи, да и не хватало в основном и всего остального, и бронежилета, может быть, не хватало. Просто маховик, вот это вот только начиналось. Сейчас, например, если сравнить, то наши войсы всем обеспечены. Да, все у них есть. Ну, единственное, что да, может Ну, быть, армия обеспечивает, но, дорогостоящие конечно, там- не очень... дорогостоящие, может быть, эти антидроновые там не хватает, может быть, да. да. Ну, вот такие Дополнительная амуниция, тепловизоры, вот, потому что которая из это Якутии расходный идет. материал считается. Даже Особенно вот «Соколы» эти это FPV расходники, дроны, поэтому- дроны, Соколы, они как бы дроны, это все, оно там, расходный материал. если неделю пробует, поработает, это Да. хорошо. А так, там еще в чем интересно, ну, если понять, да, что в чем нуждаются, в чем не нуждаются. Мы вот несколько приезжали в подразделения, где воюют дальневосточники в целом. И разговариваешь там с хабаровчанами. Говоришь, что, как вам? Я говорю, ну, слушайте, с якутянами так классно воевать. Они все это, говорит, и, говорит, это, во-первых, во-вторых, говорит, если у тебя в подразделении есть ребята из Якутии, значит у тебя все будет. Потому что
ну, не проходит недели, чтобы не приехала гуманитарная помощь. А в других регионах, ну, по крайней мере, еще летом такой работы не было налажено. У них бывают какие-то точечные, событийные. А давайте мы для наших бойцов там, к 23 февраля соберем посылки. Собрали, привезли, дальше ждем до 1 мая. 1 мая давайте соберем, привезли. Там, 9. А у нас это постоянно. А у нас постоянно. постоянно, У нас это постоянно. вот так. Ворота в опорных пунктах, но они там практически всегда в режиме открытия, потому что одна машина заезжает, другая машина выезжает. Там же очень много, практически каждую неделю приезжают представители администрации разных улусов. Сегодня один, завтра второй. И привозят с завтра собой третий. посылки. Так, у нас Конечно. время второго блока подходит к концу. Я напомню нашим телезрителям, на экране вы видите QR-код, наведите на него камеру телефона, переходите по ссылочке, там вы можете оказать помощь нашим бойцам, можете отправить любые средства. Ну а сейчас небольшая пауза, вскоре мы вернемся. Это «Якутия в деталях». Мы продолжаем. Сегодня мы говорим в работе военных журналистов в зоне специальной военной операции. Ну и, конечно же, помощь нашим землякам. Ну и как проявляют себя бойцы из Якутии в зоне СВО. Вы, как военкоры, да, часто были свидетелями действительно того, какую помощь получают наши ребята там на передовой. Вот, чтобы вы отметили, последняя мысль вот до перерыва у нас была о том, что ребята в принципе всем обеспечены, и Якутия помогает своим бойцам очень заметно, может даже лучше многих других регионов, как минимум. Вот у нас в Крайнеровском мы ездили, одна девочка, лет 7, она сделала чебурашку, просто самодельного, сделала коробочку, положила там мандарин, написала письмо солдату и говорит, ну передайте кому-нибудь. Просто вот, мы приехали как раз в опорный пункт, приехали ребята наши, наверное, одна из главных телезвезд из зоны СВО, с позывным Якут, его знают, его видели, наверное, все. Мы ему с удовольствием передали эту чебурашку, он был очень, очень доволен, очень рад, он записал теплые слова этой девочке, сказал, что теперь эта чебурашка будет талисманом их подразделения, он будет их оберегать, и когда они приедут в отпуск или уже с победы, говорит, мы обязательно должны с этой девочкой встретиться, обязательно поблагодарить с ней, пообщаться, потому что, казалось, ну, игрушка. Взрослые суровые мужики, а им прислали игрушку. Но на них это так очень хорошо подействовало, это как дало им такой заряд бодрости и энергии. И вот если бы таких чебурашек отправлялось бы побольше, это было бы классно. Можно было бы создать батальон якутских чебурашек. Но они очень любят это, да, там зайчики, чебурашки, там действительно Ну так. и это детские письма они вот очень сейчас с собой любят, носят, читают. Многие даже там сдержать Да. эмоции не могут, Ну, потому что... у всех дети там некоторые, да. Поэтому- То есть письма, вот именно те придуманные вот такие акции у нас в Якутии, да, например, напиши письмо солдату, или Да, что-то, да. они действенные, да, и Они они очень действенные, нужны, да. эти письма, Да. получается, нашим бойцам. Вот Конечно. расскажите, как бы может быть, об этом мотивируют подробнее, солдат. что не хватает нашим Да, бойцам. еще что интересно, вот сначала запускали по школам эти акции, да, письмо солдату, а потом очень многие дети, я тоже общаюсь, они просто подходят к маме и говорят, мам, я письмо солдату написал. То есть уже без какой-то акции, без чего. И таких детей очень много. Вот что-то такое, то есть ребятам нужна поддержка такая, ну, может быть, это в чем-то и психологическая разгрузка, когда он читает письмо от ребенка, и он в очередной раз понимает и убеждается, что он здесь для того, чтобы у этого ребенка было мирное будущее. Вот он здесь для этого. А если возникает какой-то там, какие-то сомнения, какие-то вопросы, читает это письмо, и он понимает, зачем он здесь и зачем все это происходит, и тогда как бы все сомнения, все вопросы отпадают. Какие-то якутские, ну вот одно время, сейчас эта проблема решилась, но одно время у ребят была большая просьба, чтобы, если кто-то приезжает, что-то привозит, говорит, привезите шеврон с гербом республики или с флагом. И я в одну из поездок поехал, у меня там, ну я взял с собой сколько там, штук 6, 8, 10. И вот просто вот так вот, они как пирожки разлетелись. И потом, после, ну,
через какое-то время сейчас вот прям уже их там коробками отправить, эти шевроны, чтобы у каждого бойца из Якутии был шеврон с флагом, был шеврон с гербом республики. Им это очень надо. Мгм. Мгм. Вот Анна, работая, да, тесно координируя вот с именно едиными опорными пунктами, да, вот что нужно сейчас бойцам, да, какие посылки часто встречаете, вот что может быть особенно положительно сказывается на настроении бойцов? Ну вот опять же, как сказал Александр, вот в подарочные новогодние наборы положили якутские шевроны с оберегом якутским. И были очень хорошие отзывы, да, вот от солдат. Кто-то вот просил, ну, во время отдыха, у них же нет телевидения, интернета, WhatsApp нет. Ребята просили якутские книги. То есть Да. книги на якутском языке, да? На якутском языке и про наше верование, про шаманизм и так далее. Были даже такие просьбы. Ну вот я сейчас хочу обратиться к нашим телезрителям. Вы сейчас слышите, да, можно сказать, из первых уст, что хотят видеть или получить наши бойцы. Вы можете это отправить, а вместе с тем вы также можете сейчас пройти по QR-коду, который видите на своих экранах. По этой ссылке вы можете отправить бойцам любую сумму. Я думаю, она точно для них будет не лишние. Эти средства все пойдут в помощь нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции. Да. Еще да, один кстати, момент, Александр. чего не хватает, чего хотят. А несколько раз я от ребят слышал, они говорят, вот нам бы на подразделение Хамус. Вот, опять Мы же. бы вот Хамус был, потому что они, ну, общаются между собой, дальневосточники, вот они рассказывают, вот мы там, и я играю на Хамусе, а ребята из там Хабаровска спрашивают, а это что? Ну, говорит, объясняет там инструменты, говорит, вот, говорит, если бы хотя бы на подразделение был один Хамус, говорит, вот было бы классно. Если бы кто-то собрал и отправил ребятам Хамусы, было бы тоже очень, очень здорово. Ну, еще и якутские ножи просят там. Ну, Ну, их, ситуации видимо, разные бывают, хорошо что иногда обеспечивают. там теряются иногда, да, поэтому... Ну, вообще там такая культурная интеграция идет, да, прям конкретно. Опять же, в том же Кировском, например, как наши Вот, ребята кстати, ставят. город Кировская. Предлагаю поговорить о его восстановлении. Да? Якутия у нас же не только бойцов направляет, но и восстанавливает город Кировская. Уже эта работа достаточно долгое время продолжается. Вы, как военные корреспонденты, не раз уже были в городе Кировская. Как он меняется? Заметны ли вот эти изменения? Заметно ли, что Якутия помогает городу Кировска? Ну и вообще, как сами местные жители реагируют на якутян? Да? Наши делегации туда часто приезжают. Вы, наверное, в составе тоже были и видели, как это все общение происходит. Вот какие эмоции, какие ощущения? Вообще, как бы отношение населения не поменялось. Оно прям выше, который можно представить, потому что якутское лицо увидят, сразу улыбается, там какой-то комментарий спросишь, обязательно тебе скажут. Ну и вообще, да, как поменялся город, блин, мы там главную площадь у них восстановили, да, это просто визуально видно. То есть это, ну, сейчас начали социальные объекты просто восстанавливать, а раньше, конечно, там именно туда, где прям очень сильно нужно было, делали. Ну, то есть это не такая видная работа была. А сейчас это преобразование. Это, там же, не знаю, там конец 80-х был, наверное, до этого же. То есть жизнь там застыла где-то в 80-х годах прошлого века, там, да? там реально они... Ничего не делалось Да. вообще, да? Там как бы спрашивали, как работают госуслуги, и не верили, что это возможно вообще, в принципе, вот так вот. Попадаешь как бы в временную капсулу, называется. Как да. в Советский Союз В попадаешь. Советский Союз, да. Вот. То есть людей там забыли и оставили. Видно, просто. особенно это видно в Запорожье, да? Там вот как раньше хорошо они, видать, жили, да? А потом все, вот это развитие остановилось. А по Кировскому могу тоже привести пример. В нашу крайнюю поездку это было открытие СРГ в парке. Ну, и мы решили поговорить с местными жителями, что они вообще думают про восстановление Кировского. Ну, конечно, всегда интересно услышать, что думают какие-то люди, для которых это делается. И одна женщина сказала, все прекрасно, все хорошо. Вот у меня к вашему главе только одна просьба. Как вы думаете, какая? Отправьте нам из Якутии мэра. Ну, пусть у нас мэром будет якутянин, тогда, говорит, мы заживем вообще шикарно. Очень любят там ребята в Якутии, рабочие группы, которые работают. Кстати, вот мы там были, и установка СРГ это был такой очень жирная галочка о том, что все планы, которые республика ставила на 23 год по Кировскому, они были выполнены. И уже есть планы на 24 год, они уже начинают потихоньку реализовываться, потому что я знаю, что там хотят отреставрировать у них огромный, шикарный очень дворец культуры. 60-х годов, по-моему, постройки, он очень классно, вот его будут реставрировать.
по дорогам там где-то еще что-то будет. Но самое главное, чему они радуются, они говорят, мы по вечерам гуляем. У них в Кировском вечером светло, у них появился свет. У них не там было не этого было с раньше. 80-х годов. У них стояли столбы, но ими никто не занимался. Наши приехали, все сделали, теперь они по вечерам гуляют в парке, по центральным улицам. То есть там республика на самом деле сделала очень много. И когда приезжает Александр Сергеевич в ту же самую больницу Кировского, он обязательно идет в палаты к пациентам. И каждый раз они его благодарят, они там женщины просят его обнять, потому что и там и разговариваешь, говорит, а вы откуда? А я из Мариуполя, а я там еще откуда-то. Абсолютно А я, верно. то есть не только Кировская. В То Кировская есть туда щас приезжают. там Там едут люди приезжают, со нам всей- звонят в медицинскую Якутск из Мариуполя, чтобы узнать, когда наши врачи поедут туда. Представляешь, вот Кировск. такая вот работа. Ну вот да, кстати, да, мы же знаем о том, что ездили и офтальмологи, да, множество операций проводили на глазах именно в городе Кировское, да, и вообще наши врачи туда ездили, работали. Наверное, еще бригада-то Да, отправится обязательно, туда, обязательно, и потому по- что поедут в любом случае. востребованность, то есть, ну, там на город Кировское, как бы, там востребовано, я говорю, там просто вот это сарафанное радио, и люди со всей Донецкой Народной Республики едут в Кировское, Абсолютно чтобы верно. получить помощь, потому что нет, Кировское, это же не один город, который застрял в 80-х. Практически все маленькие города, такие небольшие, которые находятся на новых территориях, и которые сейчас тоже восстанавливаются, они практически все застряли в этих 80-х. Вот ты проезжаешь раньше КПП, вот из Ростова едешь, то есть только въехал в Донецкую Народную Республику, и все, как будто бы ты не через расстояние, а через время переехал. 80-е годы, ничего не делается. Вот, разруха, непонятные дороги, подъезжаешь к Так Кировскому, сейчас там дороги прям до фронта сделали. по подъезжаешь к крайней мере, Кировскому, у тебя Мариуполь очень асфальт. поменялся в лучшую сторону. Вообще, Да, дороги когда там мы первый прям, раз были да, в да. Мариуполе, конечно, это был удручающий Ужасно такой было. вид, когда все это... Особенно этот, когда темнота такая, туман еще. Туман Там еще, рядом же море. да. И там единственное такое окошко где-то там, Светлое. этажу на 24-м такое горит. И люди какие-то ходят с какими-то этими и там... С канистрами, Да, условно. это вообще какой-то мрак был. Сейчас, А уже сейчас дороги восстановление, да. там сделали, очень мост построили. С водой проблемы были, Да. что в Ой, ну. Донецке, что в Кировском тоже была проблема. Наши приехали, придумали систему, потому что там шахты и есть подземные воды, и вот они сделали систему, которая доставляет воду в Кировское из этих шахт. Да, у них в здании, где расположен глава администрации, ну как бы Пушилин, где сидит, нет воды. А в Кировском есть как бы. Ну, теперь уже есть, да. К сожалению, наше время подходит к концу. Я хочу напомнить нашим телезрителям, вы видите на ваших экранах QR-код, наведите на него камеру вашего телефона, пройдите по ссылочке, там вы можете направить средства в помощь нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Любая сумма обязательно пойдет ребятам на пользу, не стесняйтесь, отправляйте ваши средства. Но я хочу сказать спасибо нашим сегодняшним гостям, нашим военным журналистам. Хочу пожелать вам, конечно же, крепкого здоровья. Берегите себя. Вы, как говорится, наши глаза и уши в зоне спецоперации. Поэтому, ребята, всего только самого лучшего в наступающем году. Ну а нашим телезрителям спасибо за внимание. Смотрите программу «Якутия в деталях» и оставайтесь на нашем канале.